Ассаляму алейкум, здравствуйте! Тыль акыл тирази сыдр. Язык – это мера ума. Фольклор крымско-татарского народа богат пословицами и поговорками. В следующих программах я буду вас знакомить не только с грамматикой, также мы будем изучать культуру и быт крымских татар. Итак, приступим к изучению грамматики. Присаживайтесь поудобнее и не забудьте ручку и блокнот. Крымско-татарский язык имеет древние письменные, орфографические и литературные традиции. Как и во всех тюркских языках, слова и словоформы образуются путем присоединения к корню аффиксов. Кстати, в крымско-татарском языке 37 букв. Начнем со звуков. Звук в крымско-татарском языке – это сес. Большинство как гласных, так и согласных звуков крымско-татарского языка близки соответствующим звукам русского языка. Однако есть и специфические. К ним относятся 4 согласных звука. Звук «дже». «Джесиса» является звонкой парой «че» и произносится не раздельно, как в слове «джем-джаз», а слитно. В алфавите буквосочетание «дже» стоит после буквы «че», а не после буквы «д». Примеры в крымско-татарском языке. Слово «пример» переводится как «меселя». Также применимо «мисаль оларах». Джан – душа, оджа – учитель, аджи – горький. Звук «г» – «гэсиса» напоминает украинский звук «г». В алфавите буквосочетание «г» стоит после буквы «г». Меселя. Пример. Дах – гора, сах – правый, ягмур – дождь. Звук «к» – «кэсиса», который может быть сравнен со звукосочетанием «кх» в слове «вах». Меселя. Кар – снег, карт – старый, вакыт – время. В алфавите буквосочетание «к» стоит после буквы «к». Если вы затрудняетесь в произношении, то этот звук можно произносить как твердый «х». Звук «н». «Н»-сиса может присутствовать только в середине слова или его конце. В алфавите буквосочетание «н» занимает положение после буквы «н». Меселя. Ян – новый, мanga – мне, тан – рассвет. А сейчас рассмотрим согласные звуки, мягкие и твердые слоги. Твердые – калын, мягкий – инже. Слог – это эджа. Как и в русском языке, согласные звуки крымско-татарского языка можно разделить на 3 группы. А – это сонорные Р, Л, М, Н и Н. Звонкие, шумные Б, В, Д, З, Ж, Г, Дж. Глухие шумные П, Т, Ф, С, Ш, Ч, К, К, Х, Ц, Щ. Большинство звонких и глухих шумных согласных противопоставляются попарно. Б, П, В, Ф, Д, Т, Дж, Ч, Ж, Ш, З, С, Г, К, Г, К. Свои пары не имеют звуки Х, Ц и Щ. Звуки Ц, Щ встречаются только в заимствованных словах из русского и украинского языков. Смягчаемые согласные образуют так называемые мягкие слоги. Всегда мягко звучат звуки К и Г. Койрмек – видеть, гедже – ночь. 5 звуков Т, Д, Н, К, Г никогда не смягчаются в литературной речи. Достлар, то есть друзья, на этом мы завершаем наше занятие. Я уверена, что урок для вас был не только полезным, но и приятным. А если возникают вопросы, можете смело их задавать, написав сообщение по адресу, указанному на экране. Корошкенджи, до скорых встреч!